В командировку с оператором Ильшатом Казакуловым мы ехали в деревню Малоабишево Хайбулинского района. Хотели снять сюжет о том, как тушат лесные пожары. Между районным центром, Акьяром и самой деревней Малоабишево 73 километра. Там развернули республиканский штаб. По дороге снимали поля и горы, дремали. Башкортостан – красивая республика. С каждым разом все больше и больше в этом убеждаемся. На полпути, недалеко от деревни Янтышево, а местные говорят Янтышево, на пригорке увидели дым. Люди бегали с ведрами. Наш водитель остановился. Плюс 30. Ясно. Ветер до 5 метров в секунду. Прогноз погоды как приговор. Жарко. Дождей нет. Высохла трава. Природа людям не помогает. Вроде как обиделась. За что? Этот пожар особенно опасный. Населенный пункт село Янтышево рядом. Профессиональные пожарные и обычные жители. Все вместе тушат. Вот оттуда сверху, вот туда вот вниз, а там находится деревня Янтышево, идет огонь. Местные пожарные и МЧС, здесь вот подъехали 2 машины, тушат, люди с лопатами вышли. Скажите, пожалуйста, а о чем вы поговорили сейчас с местным жителем? Где можно воду взять? А не хватило воды? Нет, конечно. А сколько здесь у вас в машине? 8 тонн. 8 тонн А воды. сколько надо? Это много очень надо. А что сейчас вы делали? Проливаем тщательно. Чтобы не пошло дальше? Да, На деревню? да. Большая опасность? Большая, да. Что движет этими людьми, еще разбираться и разбираться. В разгар уборки урожая они едут в другой район, помогают чужим людям, практически чужим, хотя и соседям. Это потом, тогда было не до аналитики. В чем причина пожара, выяснят дознаватели. Пока же задача другая – остановить огонь. Спасатели действуют четко. Разбивают местность на секторы, назначают ответственных. Пока справляемся. Если в случае уже будет трудно, то вызовем на подмогу еще автомашину. Какая главная цель сейчас? Главная цель – остановить, потушить пожар и не допустить угрозы населенному пункту. За помощью обращаются здесь в последнюю очередь. К себе позвал, значит, другим будет сложнее. Но уговаривать никого не приходится. Ты либо там, где все, и в гуще, либо сено своей скотине домой везешь. Это понятно, зима впереди. Но таких в Башкортостане меньше. Киләһең инде авылга бит якын, авыл яна. Хәлебездән килгәс ярдәм итәбез инде. Хәлебездән килә бит. Ут куркыныс барып төшә авылга. Бүтән кешенең бисәне алып килгән хәзер. Кәртәсендә генә бисән юлдан төшкән җирдә генә. Ел. Бер Янтыш авыл халкы әүдем берһелә теге өйдә генә утырмай бүтән авыл халкы белән күтәрелеп сыктык. Яше, карты, кызлары, хатындары, әбидәре дигән һәмак. Бүтәһелә бында үтендерергә. Будете дежурить? Алла верха, да, до конца, конечно. Здесь, в Янтышево, людей хватает. На сообщение о чрезвычайной ситуации откликнулись десятки добровольцев. Вдоль дороги даже образовалась стихийная парковка. Вот такое у нас своеобразное селфи с управделами Хайбулинского района. Как это зовут? Игорь Важдыч, Удуев. Вот люди за нашей спиной отсекают сейчас огонь. Горит лес здесь, недалеко от деревни Янтышево. От самой деревни, деревня находится вон там вот, откуда едет машина.
А администрация Хайбулинского района на чеку? На чеку не спим, работаем. Вторые сутки или больше уже? Сколько? Получается у нас с четверга, с 12 утра. Получается, мы направили сотрудников. Многие все еще даже дома не появлялись. Вот сейчас только шел сюда, получал звонки от жен, куда дели наших мужей. Поэтому ситуация не стал полностью разрисовывать. Объяснил то, что ситуация такая, куда деваться. Будем работать. Жалобами жителей, вот Хайбулинский район сейчас работает четко, несмотря на то, что очень много сейчас задач. Да, мы поставили, информотдел задачу поставили, чтобы информирование населения шло, чтобы в неведении, паника не создавалась. Работу осуществляем, может где-то не успеваем, потому что слишком много жалоб. Сейчас все на этой почве пишут и пишут, стараемся. Ну, спасибо, мы вам тоже в подмогу. Спасибо. Мы же вместе. Спасибо. С Федоровки фермера едут 7 кострами, у нас 2 емкости и народы работают. Пока остановили, но... Что? Пока справляемся. В одной руке лопата, в другой телефон. Фахира Искужина, глава Антинганского сельсовета. Еще утром она переживала за соседей. А тут и у самих беда. Вот в 5 часу жители села Янтышево хотели помочь этому питанием Абишевскому сельсовету. Мы продукты набрали, я поехала с машиной туда. Только хотели возвращаться, и мне позвонили. Вот я приехала, у нас у самих пожар. Тут на пожаре не важно, кто ты в обычной жизни. Фахира Булатовна с лопатой лезет в самое пекло. Она сгребает листву, чтобы огонь не пошел дальше. И не перекинулся на их дома, не угрожал деревне. Иногда кажется, что ее усилия и усилия других напрасны. Что могла бы приехать техника, машины, все это сразу пролить, затушить. Но есть места, где техника бессильна. И только люди, одни люди могут помочь. Вы здесь живете? Да, В какой деревне? я пишу. Огонь, конечно, распространяется молниеносно. Дым разъедает глаза. Что говорят специалисты? Что очень жаркая погода. Леса загораются из-за того, что сухо, нет дождей и очень аномально, очень жарко. Жители объединились. Жители молодцы. Соседи. Баймакский район приехал Хайбулинскому району помогать администрации. Между собой договорились. Отправили технику. Предпринимателей ждут здесь. Ну, наверное, только так вот вместе, миром, всем, что называется, можно справиться с бедой. А это беда. В этой страшной реальности неожиданная радуга. Мирная, красивая. Из-под бронспойта 5 тонн воды, 8. Несколько минут и все. Цистерна пустая. А радуга, вот она, осталась. Ильшат Казакулов успел снять. Хладнокровно он улез в пекло, работа. И тоже не просто работа, отношение к жизни. А радуга как знак. Главное, не терять надежды. Вместе обязательно справимся. Людей расставили по краям. Дежурят. От Янтышева до Малоабишева добрались мы уже быстро, без остановок. По дороге снимали немного. Ну, как-то и не верится, что только что был дым, огонь. И отправились мы явно не на рыбалку. Малоабишево. Мимо штаба на этом П-образном перекрестке не проедешь. Машины, люди.
Это штаб у вас? Да, здесь у нас штаб сформирован, здесь у нас приезжающих волонтеров, питание организовано здесь, связь какая, то есть на месте здесь связь есть. И вот получается здесь некий первый, поэтапно у нас сформировано, чтобы распределение сил и средств правильно шло у нас. Сборный пункт Сборный пункт. для всех сил и средств. А это те люди, которых не видно обычно. Они готовят еду для мужчин, пока мужчины тушат пожары. Здравствуйте. Вот очередные пришли желающие поесть. Вот такие вот они, скромные девчонки. Все очень вкусно. У вас, мне кажется, стол накрыт всегда, да? С самого утра. Ситуация, к сожалению, усложняется еще тем, что лесной пожар развивается в труднодоступной горно-таежной местности, куда даже тяжелая гусеничная техника не может пробиться. Мы совместно с Рустамом Денисламовичем провели разведку по тем даже бывшим когда-то дорогам, чтобы через них доставить тяжелую технику. В частности, где мы сейчас находимся, это одна из таких дорог, которая позволила нам отсечь, самое главное, само село Абишево от того фронта огня, который идет со стороны Оренбуржья. Фронт огня, труднодоступная местность, гусеничная техника. Слова какие, прямо как на войне. Жарко. По-прежнему жарко. Из-за дыма сложно дышать. На небе, затянутом смогом, солнце, больше похожее на раскаленную сковородку. Пожар продолжается уже на 4-е сутки, переходит. У нас на территории сейчас в 3 зонах, получается, основные пожары. По 2 из них более-менее есть понимание, на контроль взяли. Первые минуты, конечно, у населения было определенное беспокойство. Они появились одномоментно, и информационный фон еще не давал возможности им узнать, куда, как реагирует, какая техника задействована. Сейчас мы информационный фон и в целом информируем население смогли оперативно создать. Население активно подключается, увидев посты, увидев обращения. Население приезжает, и не только наши. Мы благодарны всем соседям, со всей республики приезжает. Рустам Денисламович Шарипов, глава Хайбулинского района. Человек здесь новый, еще и 2 лет нет, как работает. И если в первый год для местных жителей он был чужаком, да, я не постесняюсь этого слова, действительно чужаком, то теперь иначе его, как Улым, сынок, бабушки и не называют. Вы с рации, Рустам Денисламович? Даже 3, там 4-е, на 4 группы распределены. А в каждой группе по 4, по 5 раций, чтобы понимать, кто где, что, чем занимается. Вас в администрации вы разделились на части? Не только в администрации, когда у нас и волонтеры прибыли, и старших групп определили на уровне заместителей, чтобы мы правильно распределили свои силы. Я думаю, что эффективнее, когда видят главу, и люди понимают, психологически это влияет. Когда глава за что-то сам руками берется, и люди более уверенные действуют. И когда своими глазами видишь, то ситуацию оценить и принимать решения, намного эффективное решение принимается. В нашем репортаже не везде хороший звук. Вешать микрофон петличку на Рустама Денисламовича рука не поднялась. Не могли себе позволить мешать, отвлекать. А так он, как генерал, но без погон. Четкие команды, быстрые решения. Главное, чтобы всем всего хватило. Чтобы люди не пострадали, не остались на горе в ночь. Вроде все понятно, но если честно, реальное осознание происходящего наступило гораздо позже.
Ильшат, мы к тебе подходим, ты на том же месте? Заповедник Шайтантау. По узким тропам здесь в обычное время ходили только егери и ученые. Да и то летом в хорошую погоду. Это вот машина для подачи воды, ранцевый опрыскиватель, чтобы воду заполнять, потому что издалека таскать тяжело. Они на каждую бригаду по отдельности цистернами воду подвозили. Третий наверху, говорят. Все, понял, спасибо. Здесь у нас была первая точка, откуда мы распределяли. Вот люди даже пчелу возят. Эта часть полностью сгорела она. А наша зона полностью сгорела вот здесь? Да, вот эта часть гора. Самые частые вопросы от тех, кто далеко, почему на лесных пожарах нет вертолетов и самолетов. Этот вопрос тут, на месте, никто не задает. Пока ехали наверх, Рустам Дениславович Шарипов рассказал, что на Урале в этом году в основном низовые пожары. У них своя специфика. В основном горит лесная подстилка, лишайники, мох, трава. Жара ведь, сколько дней уже стоит. Пожарная техника. Из Уфы? Да, из Уфы пожарная техника и МЧС. У них тут и квадроциклы, и квадрокоптеры для аэробруппа там съемки делает, чтобы местность оценить, и ранцевые аппараты. Где-то человек 50 руками работает. Большая помощь. Большая. Леонид Камилович, на связи? Это закат такой, да. Это горит? Сразу и непонятно, что там за горизонтом. Закат или в горной расщелине бушует лесной пожар. Местные успокаивают. Это все же закат. Они уже привыкли отличать зарево от разных источников. А тем, кто только приехал, приходится все объяснять. На что еще мы обратили внимание? Эту дорогу, по которой мы поднимались наверх, сделали по уму, с карманами, чтобы можно было разъехаться. Делали хотя и в попыхах, а все равно думали о будущем. Сообщение из Хайбулинского района, как сводки с фронта. Отстояли деревню, взяли пожар в кольцо, задержали линию огня на переходе через горный разрез. Также за 2 дня до наших событий спасали детский лагерь Аксарлак. 6 августа в районе детского лагеря Аксарлак пожар приближается. Там встречают пожарные машины, цистерны, людские ресурсы, порядка 60 человек. Огонь, подгоняемый ветром, подбирался к территории лагеря слишком быстро. Решение пришлось принимать оперативно. Пожар приближается к лагерю. Самый сложный участок здесь будет, поэтому пытаемся сейчас дополнительно еще полосу минерализованную растянуть. Детей успели вовремя эвакуировать. Огонь остановили буквально в нескольких метрах от забора. Фарид Рифович, мы здесь, в заповеднике Шайтантау, горит лес и горит, по мне так страшно горит. Неужели вообще ничего нельзя сделать, чтобы потушить? К сожалению, технология тушения лесных пожаров такова, что нужно в первую очередь обустроить минерализованные полосы. Естественно, расстояние от фронта огня до этой минерализованной полосы должно обеспечить возможность по полному периметру этого огня проложить именно или пропахать эту минерализованную полосу. Если мы бы начали бы очень близко делать эту полосу, то мы бы не успели по всему периметру сделать, и огонь бы вышел за пределы опашки, и, соответственно, дальше уже получить новое распространение. Да, нам приходится терять определенную часть лесных массивов, но это все-таки мы считаем
обеспечивает, гарантирует, что мы не допустим больших размеров лесных пожаров. И снова планерка. Быстро, прямо здесь, где встретились на песке. Некогда ехать туда, где столы и яркий свет. Фарми подсветили вместо ручки веточка. Мало Абишева, больше Абишева. Река вот здесь проходит. Так. Четко и хладнокровно. План на следующий день. Одни туда, другие сюда. Необходимо предусмотреть все. Расставить защиту в самых слабых местах. Это основное. Поэтому берега завтра надо с утра, уже с утра оценить, ну, допустим, 5-6 утра кто-нибудь дежурный проедется, поймет, ночью, допустим, патрулировать будем, поймет, что сюда уже доходит, нам с утра в первую очередь людей надо будет подтянуть сюда. Здесь где-то стоит наш трактор «Сотка». Страда, самый разгар, а мужчины в лесу тушат пожары. Вся техника района здесь, на борьбе с огнем. Тракторы, прицепы, бочки. На ночь остаются дежурные. Остальные в штаб, домой, отмыться. До утра мало времени, хоть немножечко поспать. Если мы же все понимаем, если за этот хребет уйдет, Все там. Да, уже все. это уже будет Вся работа на насморк. насморк. И Зианчуринский, Зилаевский район, Силаевский район, оттуда она вот едет сюда. вот эта трехдневная работа полностью уйдет. Здесь я понимаю, что он, если уйдет, в Янтыш, в Абиш пойдет. Абишеву, да? Вы как оцениваете ситуацию здесь? Ситуация сложная, но под контролем. Ну, леса горят, очень жалко, деревья же сколько лет росли и так мгновенно. Здесь немножко есть один небольшой момент, утешительный, так сказать, но не очень такой, но то, что попали места, которые еще в 2010-2012 году тоже был большой пожар. То есть только-только вот подрос вот там. Таких ценных пород деревьев, так скажем, нету. Ну, а большой урон природе? Чисто для по ущербу для лесного не такой большой будет. Но по площади, конечно же, по природе есть вопрос. Оценка еще будет. Но сегодня к концу, скорее всего, вот в районе 1500 гектар, скорее всего, будет. Главное, чтобы на населенный пункт огонь не шел. Ну, основная задача такая. Пока держим? Пока держим. Добрый день. Добрый день. Как ночь? Ночь прошла спокойно. Перехода огня через проложенные минерализационные полосы не было, не зарегистрировано. Пока что ночью процесс был замедлен. Это явление объясняется тем, что ночью было прохладно и также наблюдалось выпадение росы. Утро было солнечное, красивое. И не верится, что совсем рядом дым, огонь, бушует стихия. Бір қайдала кетмей, Ришат, онда рация бар, вдруг в случае чего связь держим с ним. Оша точка нам никуда не уходит. Волонтеры. О них еще будут снимать кино, точно. Будут теребить, спрашивать, почему так, почему в самое пекло, почему не дома. Но это потом, все потом. А пока здесь рады каждой группе, каждому, кто откликнулся на призывы о помощи. 35 человек приехали. 37 человек приехали. Встретили хорошо, покормили, сейчас поедем тушить. Большое спасибо. А что? Хорошо, покормили, это важно? А кто люди, кто приехал? Люди со всех организаций у нас приехали. И бюджетные, и небюджетные организации. И руководители. И руководители. Призыв кинули, откликнулись. Не заставляли? Нет, не заставляли. Ты откуда? Баймак. Баймак?
А мы снова в штаб. Нужно переговорить с Уфой. Там на пожаре не ловит мобильная связь. А в штабе, раз приехали, все обязательно накормят. Это частный дом. Просто частный дом. Такие вот здесь женщины гостеприимные, щедрые, искренние. Спасибо им огромное. В Хайбулинском районе 2 основных очага. На границе с Зианчуринским и Залаирским районами и другой километрах в 15 по прямой, недалеко от Оренбургской области. Вместе с главой района мы туда-обратно съездили раза 3. Когда подсчитали, выяснилось, что где-то сотню километров намотали. Удивились. Так-то вроде бы и незаметно. Хотя бы в голове у себя фиксируй, куда какая группа пошла, чтобы понимали, ладно? Улыбаться надо, да? Здесь, на границе с Оренбургской областью, видно больше. Огонь движется со стороны соседей, Роза ветров, а там ущелье, труднодоступная местность. Не дойти и не доехать. За моей спиной, как вы видите, наблюдается очаг пожара, который находится на территории Оренбургской области, который также коллеги наши с Оренбурга тушат, принимают участие в этом тушении. Вчера силами лесничеств, силами волонтеров нам удалось опахать данный пожар со стороны Хайбулинского района и, так скажем, предотвратить его распространение. Сейчас идет контроль за данным пожаром и тушение мелких очагов. Признаемся, эти кадры мы снимали тайком. Оно и понятно. За спиной огонь, суровая правда жизни, а тут камера, микрофон. Но выводы мы делаем настоящие. То здесь, то там дым. Спасатели о пожарах спокойно и хладнокровно. Профессия. Техника у нас имеется благодаря поддержке администрации, правительства республики. Сюда доставили тяжелую технику, бульдозеры, тракторы колесные, которые успешно справились со своей задачей по опашке территории. Значит, мы сами понимаем, что опаханная территория, мы уже говорим, по этой площади уже пожар дальше никуда не распространится. Самое главное, что я хотел сказать, что у нас на сегодняшний день нет угрозы населенным пунктам. Благодаря этой технике все населенные пункты у нас опаханы, распространения уже мы не допустим. Страшные пейзажи, конечно. Как вот удалось остановить этот огонь? Не все же сгорело, слава богу. Поймали? В ручном режиме? Да, в ручном режиме. Сюда доставлялась техника, личный состав. Самый основной вопрос был это доставка воды на такой участок. Техники приходилось спускаться, водовозки использовались. Туда же они поднимались, заправлялись технику и протушивали, проливали данные очаги. Спасибо людям, волонтерам, которые помогают, потому что все возможно сделать. Одни подразделения, так скажем, на части. Люди откликаются. Это как бы мотивировать на работу всех, то есть слаженно, лучше получается предотвращать вот эту стихию, справляться с этой стихией. Люди откликнулись. И это главное. Особенность региона, мне кажется. Сердоболие, щедрость души и надежность. Ну и сдержанность еще, признаюсь честно. Лично хотелось плакать, глядя на останки тлеющих деревьев и траву. Огонь здесь бушевал еще недавно.
Мы с вами сейчас на территории заповедника Шайтантау, и эта полоса является своеобразным таким защитным эффектом. Да, то есть эта полоса является реализованной полосой, то есть естественная дорога. Вчера с помощью тяжелой техники мы ее расширили, но как видите, что порывы ветра не удержали данной полоса, огонь перекинулся на данный участок, но благодаря той имеющейся группировке, которая здесь, нам удалось этот участок локализовать. В превентивных целях здесь оперативным штабом было предусмотрено еще ниже сделать мирализованную полосу с помощью тяжелой техники, чтобы как компенсирующее мероприятие, чтобы в случае, если данная полоса не удержит, то ту уже как использовать как еще дополнительный защитный барьер, исключающий распространение. Много таких дорог появилось? Достаточно. Сельчанам будет проще передвигаться по лесу. Мы с Ильшатом Казакуловым тоже помогали, как могли. Пригодился коптер, взяли с собой случайно, ну и вот по делу. Разведка в воздухе, что называется. И вот Абишево. А вот там, где там второй очаг. То есть между ними пусто. Я вот за это переживал. Да, вот пусто. Вот смотрите, от Абишева, получается, налево поворачиваем, где мы стоим. Вот все чисто, в принципе, до этого очага. Несколько минут передышки. Поймали сотовую связь. Тут так. Есть черточки. Сразу надо позвонить, посмотреть сообщения, ответить, чтобы родные и близкие не потеряли. Тоже ведь переживают. В приемной вытащи девушек, пусть они все время сидят там. В приемной сидят. Укажет номер приемной, чтобы тебе всю информацию передавали. И ВКонтакте, если начнут писать, мне вот, например, главы нескольких районов написали или позвонили, чтобы они знали, что ты больше на связи, чем я, ладно? При этом это не исключает, пусть мне звонят и пишут, я все равно где-то появляюсь. Слушай, вот смотри, я сейчас тебе... Абонент недоступен. Все, давайте. Оставьте сообщение. Хайбулинского В Хайбулинском районе вообще проблема с мобильной связью. Этот вопрос одним из первых будут обсуждать, когда сюда в самый разгар лесных пожаров приедет глава Башкортостана Ради Хабиров. Об этом чуть позже. Пока же так, как есть. Леса спасают все, кто может и как может. Кто вы откуда, скажите? С Дарсу, Хайбулинской. Воду КамАЗом привезли. Что будете делать? Тушим. Там ребята выше помогают, им мы тоже помогаем. Кругом это жара ведь. Из-за этого идут. А вообще у вас есть такой опыт тушения пожаров? Нет, первый раз. Первый раз мы приехали. Ну, никто там не пострадает, знают люди, что делать? Да, знают, ребята знают, они свою работу знают. Все так-то нормально. Тушим, постараемся тушить. Надо? Надо, да, надо. Природу надо защищать. Да, спасибо. Спасибо. Как зовут вас? Ахат. Фамилия? Абубакеров. А кто вы? Я водитель, Дарцева работаю. Воду привез. Вот помогаю, так хожу. Спасибо. Ага, спасибо вам. Защищают природу все. Волонтеры, профессионалы. На полях сухая трава, она часто загорается внезапно. Несколько минут и все. Дерева нет. Наплечные ранцы. До этих пожаров, о них, пожалуй, вспоминали на учениях по гражданской обороне. Да и то не всегда и не везде. А тут спрос и популярность, вон какие, зашкаливают. Да еще и не купить. С такими рюкзаками, в которые помещается в среднем 14 литров воды, можно работать на небольших точечных участках. Высокое пламя ими, конечно, не одолеть и не сбить, но не дать распространиться по траве можно. Вы здесь один на такой большой площади? Нет, нас двое на этой площади. У вас по секторам разбито? Да, по секторам, там дальше чуть далее, через склон, еще группа людей. Тоже тушим. Долго вы здесь?
5-й день. Четвертый день. Ну, удается предотвращать? Это мы только с этой стороны видим, как горит, а сколько еще там горит, неизвестно даже, не могу сказать. А кто вы, откуда? С Уфы, СПСЧ, мастер пожарный, спасатель Галин Искандар. Спасибо. Ваша работа? Пожалуйста, кто на что учился. Спасибо. Через 2 дня вернулся из командировки Ради Хабиров. Он сразу отправился на пожары. Первым делом на облет территории. Прямо в небе совещание по текущей ситуации. В нашей съемочной группе «Рокировка» Ильшата Казакулова отправили в другую командировку. Главу снимает Марат Юнусов. Вот получается, мы в Мало-Арслангулово сейчас находимся. Мы вот его треугольник взяли здесь. А здесь у нас Мало-Абишево. Здесь, получается, тоже его локализовали. Это с Оренбурга зашел. Сейчас у нас, получается, вчера со стороны вот Зианчуринского и Зилаирского 2 районов к нам перешел вот сюда. Мы сейчас 2 трактора работают, гусеничные сотки работают. С этой стороны тоже трактор работает. Здесь полностью вся имеющаяся техника закрывает. И большой колесный трактор «Чатр» работает. Получается, мы здесь его сейчас в течение часа должны локализовать. Здесь вот горная местность, леса, пробраться тяжело, поэтому мы по ущельям опашку делаем. Люди задействованы, там уже сейчас около 3000, наверное, если все взять. Со всей республики приезжали, Баймак, соседи, все помогали. Горнорудный комбинат сильно помогает. И Хайбулинский, и Бурибаевский, и Башкирская медь. Технику выделяет сразу по первому звонку. Нормально. Сейчас вот сюда 5-тонную цистерну пригнали, топливо кому надо заливаем, отпускаем. С питанием никаких проблем нету, с района, со всей из соседних приводят питание, все готово. В основном трава сгорает, да? Да. Даже деревья не успевают подхватиться. Да, вот деревья, в принципе, они выжить должны, которые крупные. А вот здесь открытый огонь. Вот это вот к нам уже заходит, сейчас по нему вот опашку делают. Руслан Денисович, это Шайтан-Тау? Да. Это вот весь хребет, вот так, гора называется Шайтан-Тау. Ратьевич, даже не спрашивай, почему прилетели. Все настолько очевидно. Конечно, надо посмотреть просто, что своими глазами посмотреть, что происходит. Равняется середина. Товарищ глава Республики Татарстан, аэромобильная группировка Главного управления построена. В настоящий момент аэромобильная группировка Главного управления занималась протушением очагов пожаров. Часть группировки переброшена в населенный пункт Уразгулов для ликвидации лесного пожара. Доклад закончен. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вообще? Всех разместили тоже здесь, да? Они как разместились? Они на постоянной, да? Да. А, вот так вот, да, получается. А техники достаточно? Вот, к сожалению, у нас на вооружении трансовых огнетушителей нету, мы взаймы берем. Каждый раз на любой пожар мы с ним едем. А вот сейчас давайте мы обсудим. Вообще надо принимать большую программу. Программу по пожарной безопасности в Республике Башкортостан примут. В этот день еще будет совещание с главами Зилаирского и Зианчуринского районов. Приедут и общественники. Оперативно решат вопрос с обеспечением техникой, топливом. Ради Хабиров поручит организовать сбор и учебу волонтеров в едином центре. Остро мобильная связь – это отдельная история. Решено, что на будущее в отдаленных от райцентра селах оборудуют пожарное депо. Но самое главное все равно – это люди. Вопросы, которые волнуют в первую очередь их, местных жителей. Глава сельсовета Тагир
бекер. Бір немелер тағы керек ме, жоқ ма? Керек, бізге сотовый керек. Сотовыйлар ма? Қазір связь бола сағыл. Связь керек. Ең бірінші сотовый керек. А техника бар ма, жоқ ма? Бүті әніме әдірін, электричество бар, бүті. Техника бар ма? Сейчас топливо бар ма? Топливо бар. Главная связь ма? Бізге сотовый связь керек. Бұл біздің ең зор проблема. Шуны қойырық. Бәрі бола эшлейм. Скажите, а хлебушек такой аппетитный, где пекут у вас? Это в Бурибае специально. Как же их называют? Бурибайским называем. Бурибай пекут. Это хлебопекарня там? Да. Тоже сюда отдают бесплатно? Да. Каждый день отправляют, каждый день. Спасибо им. Спасибо вам. Ох, у вас тут гречка, и мясо, и морковь. А кто готовит где? Все девочки. А где готовят? В деревне приготовили. В какой деревне? Возем, это Малосангу, да? Деревня Малосангу. Никто не говорит, что не надо готовить, зачем? Почему нет? Все согласны. Сколько дней, столько дней там. И готовим. Понимаете, что это нужно, да? Конечно. Спасибо вам. За обедом вновь подняли вопрос о необходимости мобильной связи. Слово свое Ради Хабиров сдержал. Связь там, где это было возможно, в деревнях Хайбулинского района провели. И уже во время прямой линии главы Башкортостана с жителями в эфире раздался первый звонок из Абишевского сельского совета. Тагир Маглинович, скажите честно, вы сейчас звоните из дома или стоите где-нибудь в 50 метрах от школы или ФАПа? Я стою на улице. На улице. Как раз вот испытываю телефонную связь. Ее очень хорошо ловит. Какие выводы по итогам вашей командировки сюда, ну, если это можно назвать командировки, вашей поездки сюда? Выводы. Восхищаюсь нашими людьми. Вот первый вывод, что всегда вот принято в нашем народе, в республике, всегда консолидироваться, обняться. Никто тут особо не гнал никого, ничего не делал. Сами люди собирались. Видите, сколько историй. Сами приходили. Студенты приезжали из Москвы, там из других районов, земляки, помогали. Вот это первое. Второе, что вывод, это уже по моей части, это уже, как говорится, без эмоций. Это однозначно укрепление материальной базы пожарной и лесопожарной службы. Вот это главное, что для себя, я руководитель, все-таки должен эти вопросы решать. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Лунные пейзажи. Ну, такие вот последствия пожара в Хайбулинском районе. Специалисты говорят, что трава здесь вырастет, деревья, скорее всего, высохнут, те, что остались, потому что если повреждено корневище, точно они уже не выстоят. Вот теперь самое главное, чтобы дальше не пошло и остановить все. Территория вокруг сейчас выглядит страшно. Я не побоюсь этого слова. Действительно страшно. Посмотрите. Черная земля, обугленные деревья, кустарники. Многие животные мчались, не оглядываясь на привычную среду обитания. Многие животные погибли в огне. Для восстановления леса потребуется время. Потребуется пристальное внимание специалистов лесного хозяйства и потребуется пристальное внимание местных жителей. И если пожаров не избежать, жара летом никуда не деться, природа, в наших силах не дать огню распространиться в таких масштабах. И мы должны быть готовы.